Тут этот третий мост уже. У второго моста перил не было. Да этот-то более мощный. Тут он платформа-то какая железобетонная, проезжая часть. Этот мост через реку Пышма жители деревни Утрау Свердловской области ждали 3 года. После разрушения старого моста деревня вновь имеет дорожное сообщение с миром. 21 миллион выделило правительство Свердловской области на реконструкцию объекта. Этот мост очень нужен для жизнеобеспечения деревни. По нему скорая помощь может проехать, пожарная машина, да и население тоже за продуктами ездить. Утрау в переводе с татарского «остров». Еще год назад деревня полностью оправдывала свое название. Селение окружено рекой Пышма и озерами. Мост через реку 3 года назад разрушился от времени. Жители оказались в ловушке живописных пейзажей. Ну как без моста мы, когда наводнение или большие дожди водой заливает, мы же не могли попасть. Очень многие добирались, кто как мог, кто на лодке, у кого есть катер, но не у всех же есть катер. А сейчас мы добираемся, и наводнение вот было, мы уже приезжаем до места. Теперь, говорит Сарвар Шумасова, можно завозить продуктовые запасы и строительные материалы. Ее семья специально купила УАЗ, чтобы преодолевать местное бездорожье. Она, как и многие, кто здесь родился, приезжает в Утрау на лето. Одно время было, что вот никто ничего, все уехали, а сейчас стали и молодежь приезжать, родительские дома ремонтировать. Ее дед, а потом отец были председателями местного совхоза. В те годы, рассказывает Сарвар, Утрау процветала. Деревня была очень большая. Я даже помню в своем детстве, это огромная деревня была, столько детей. Вот нигде травы не росло. Вот с 2 улиц выгоняли скотину, полнехонько было, нигде ни крапивы, ни травинки не было. После распада совхоза закрыли школы, и люди стали покидать родную деревню. Сегодня здесь зарегистрировано 50 дворов. Постоянно проживает 35 человек, все пенсионеры. Бывший фельдшер Ануза Мазитова и ее муж выбираются из деревни только пешком. Я бы уехала отсюда. Не выехать, не приехать сюда. У кого машины есть, так они на своих машинах уезжают, а мы бедные, так. Нет никакой машины. А почему не работаете? Потому что работы нету. Из домашнего хозяйства у местных жителей только огород, скотину здесь не держат. Объясняют, что молоко и мясо проще купить. Нет в Утрау ни фельдшерского пункта, ни почты. Письма селяне получают в магазине. Он расположен в одном из домов. Небольшой бизнес приносит Мамликат Шумасова и ее супругу доход к пенсии, а польза для односельчан не только в продуктах. Их фургон служит местным жителям как общественный транспорт. А если нужно, то и больного до ближайшей больницы доставить вместо скорой. Но лучше не болеть, отметила хозяйка. Не было моста, мы 3 года возили на лодке. На лодку выгружали, с лодки выгружали домой, тащили все. А то, что мост построили, это очень хорошо, но есть и плюсы, и минусы. А зачем мост, если нет дороги? Строительство моста стало спасением для жителей Утрау, но не полным решением транспортного вопроса. Мост входит в состав дороги поселок Заводоуспенка, деревня Бочкарей, деревня Остров. Чтобы доехать от Заводоуспенки до Бочкарей, нужно проехать 17 километров по лесному бездорожью. Сделать это без специального транспорта сложно. А в сырую погоду и бывалый УАЗ там не проедет. Тут, как в басне Крылова, мартышка и очки. Мост есть, а воспользоваться им могут не все местные жители. А этот Иксанов, Самигулла, заболел, вызвали ему скорую. Они не смогли доехать. И где-то там застряли. В 4-м километре. Популярностью у местных жителей пользуется другой маршрут. Его нет на официальных картах. От деревни Утрау до Мостовщиков 6 километров через луга. Дорога не лучше основной, зато в 3 раза короче. Особенно в дождливую погоду. Тут вообще раскисает все. Даже такую вот сухую погоду-то вон как трудно. Колеи невозможно проехать. И мост на этом пути тоже есть нелегальный. Его своими силами построили выходцы из Утрау. 3 года назад те же соотечественники построили в деревне мечеть. Она пока пустует, потому что ходить в нее оказалось некому. Еш баллар решили яңа мәчет салгалы. Кәрәк. Но безнең от безделья, что ли, кешеләр Утрауда яшәгән. Не интересуется дисәң табылат әлеге. Намазга тәгәрмәйтләр, угынмайтлар да. А менә төмәндә яшәгән балалар, яшь балалар уже намаз укыйлар, ураза тотатлар. Рядом с мечетью на берегу Пышмы местный пляж – единственное развлечение для детей, которых здесь летом, на удивление, много. Нам надо остыть, действительно. Строительство одного моста, потом
92-го мечеть последние годы, отмечают коренные жители, деревня стала оживать. Обновляются крыши, строятся новые дома. Год назад перед заброшенным клубом в день голосования торжественно открыли мемориал памяти воинам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. Вот дед моей жены, Ильясов шейх Ислам. А тут вот отец ее, вот Ильясов Ханави, отец моей жены. Тагир Гимадинов вместе с парой активистов занимался поиском солдатских имен, потом финансирования. А теперь сам приезжает на малую родину и следит за чистотой мемориала. Тропа к нему поросла сорняком. На митинг 9 мая местные жители не выходили. Мы добивались это давно уже. Куда только не обращались, чтобы увековечить имена. Мы последнее поколение, я как считаю, которое еще помнит их, живых участников войны. Тагир Гимадинов и его семья приезжают в Утрау, чтобы присмотреть за старым родительским домом и могилами родителей. Благодаря его бесконечным письмам властям с просьбой улучшить жизнь земляков в деревне впервые за всю историю появился колодец с питьевой водой. Утраута всегда меня елга пышма. Уж хабарна бүтін кіші шал пышматан су içerdik. Қазір мы нече жыл тому назад добились через прокуратуру колодцы. Меня должны были 7 колодцев, сделали только 3. Ну ладно, хоть благодарим, что у меня 3 колодца. Базачат Сагитова прожила в Утрау всю жизнь. Здесь прошла ее молодость. Тут она любила, вышла замуж и вырастила детей. Yol gerek, kuvvetli gerek, yollar yürüyebilmeydi ballar. Skora yürümeydi, bizge yol bulmağız. Yol gerek, kılıpça gerek bunu bizim yakka. Пожалуйста. По долговой книге местного продуктового магазина можно судить о демографии населения Утрау. И пока статистика идет на спад. В то же время молодежь возвращается на родительские земли и строит в острове дома. София Хайруллина, Тимур Ахмедов, ТНВ, Свердловская область.